Время 19:09. Все затянуло облачками. Там где-то, по-моему, дождь даже идет он. Такой Байкал. Я сейчас попью кофе, поеду в Слюдянку. Получилось у меня так. Запаска впереди. Тут канистра. Если вдруг, не дай бог, случится там прокол колеса, запаску мне придется отвязывать долго. Все придется отвязывать. Как говорится, некоторые не хотят о плохом думать, что якобы не притягивать плохие обстоятельства. Я считаю, что плохие обстоятельства тоже надо просчитывать. Так, уезжаю. Еще раз проверю, ничего не оставил. Так, вот это мое. Это мое. Лишнего отсюда брать ничего не буду, потому что тут все-таки убираются, мне кажется, периодически. Но я с собой ничего, никакого мусора не оставил, это главное. Выдрено, здесь вот река такая течет еще тоже. Достаточно бурная. То ли это связано с дождями прошедшими, то ли она сама по себе такая. Ну, для сплава хороша, а? Ну, здесь она, конечно, через 2 километра уже в Байкал впадает. Так вроде все держится. Все нормально. Пока. А здесь как был бардак, так он и остался. Где-нибудь в Слюдянке, я думаю, уберу, разберу, сложу. А потом машину помою ближе к Иркутску, наверное. Внутри и снаружи. Пора бы уже. Сейчас с багажником я даже не ощущаю, что машина как-то хуже стала ехать. Даже ощущение, что как будто она лучше стала ехать. То есть я разгоняюсь 80, 90, это прям буквально хорошо разгоняюсь. Но дорога еще может быть не настолько пока загружена. Кафе «Теремок» какой-то. Сейчас позавтракаю нормально. Люди вроде здесь есть. $227, большая тарелка борща и 3 куска хлеба. Нормально. Упрощенно процесс жизни подобен колеблющемуся маятнику, траектория движения которого то близка Богу, то удаляется от Него. Постоянным источником притягательной силы здесь является Бог, который незыблем и абсолютен. Но полнота ощущения Его зависит только от веры индивидуума и включается для человека только собственной волей и желанием. Это и есть свобода, которую Бог нам даровал. От того, что маятник, то есть человек, лишен веры, Бог не перестает действовать и тем более существовать. Просто движения маятника становятся сумбурными, подверженными выраженному влиянию других маятников, то есть членов общества, различных разнонаправленных течений и сил. И траектория движения становится ломаной
и угловатой. То же самое касается и других людей-маятников, даже если они об этом не подозревают. Думаю, что страстная природа физического мира подвержена постоянным колебаниям и в то же время потрясающим образом уравновешена божественным провидением. Нашему разуму это не дано понять, если только отдельные отблески божественной гармонии ощущаются нами посредством восприятия окружающей красоты. Колебания таковы, что даже если, казалось бы, сейчас ты с Богом, через мгновение можешь оказаться уже на другой стороне траекторной дуги. Но вечный Божий светильник, если ты его ощущаешь, неизбежно будет тянуть к себе. Технологическая остановка у меня здесь. Конечно, места красивые я проезжал, да, можно было там остановиться, поснимать, там даже заезд был, но я его проморгал. Ну и тут тоже нормально. Кстати, до Слезянки уже рукой подать. Вот виден уже противоположный берег Байкала. То есть это уже почти южная оконечность. Прогуляюсь я вниз до берега, посмотрю, какой берег здесь. Здесь также ласточки поют. Я добрался почти до станции. Интересно, в обычные вагоны поставлены контейнеры. Здесь хорошее место для пикника. Что, наверное, и происходит здесь периодически. Умято все, умято. Помидоры кто-то оставил. А я спускаюсь на берег Байкала. Тоже каменистое дно. Купаться, конечно, неудобно. Но красота. Здесь релаксировать. Вот я удивлен, что в этом месте живописнейшем много незастроенных пространств. Вот пустошь. Возможно, это, конечно, уже кому-то что-то принадлежит. Может быть, уже кто-то выкупил это все. Ну вот там тоже. Но здесь уже расчищают. Может быть, какой-то отель будет или дом отдыха. Но место-то живописное. Единственное, что нужно перейти через железнодорожные пути, чтобы прийти непосредственно к Байкалу. Но это ничего страшного, я думаю. Сейчас я нахожусь в центре Слезянки. Хочу посмотреть, здесь, говорят, старый такой железнодорожный вокзал еще времен
царя, наверное. Ну, по крайней мере, мне эта информация запала. Ну, фонтан тут такой интересный. Кинотеатр. Ну, паровоз. Это много где он есть на крупных станциях. Ну Владимир Ильич. Бюст, по крайней мере. Что-то такое разрушенное, полуразрушенное уже. С часами даже. Это старший брат Хасика. Suzuki XB. Станция Слюдянка с высоты перехода. Вокзал вон виднеется. Скорый поезд номер 10 с сообщением Москва-Владивосток. Нумерация вагонов, головы поезда, стоянка поезда по расписанию 2 минуты. Вот вокзал. Ну, похож на новодел. То есть сделанный буквально лет 10 назад. Более 100 лет ему. Так что я ошибся. Это единственный в мире действующий вокзал, целиком построенный из белого и розового мрамора. Можно в склянку ударить. Прибывает поезд Москва-Владивосток. Это первая станция, которая встречает его с вокзалом. Встречает его с Байкалом, а не с вокзалом. Байкал в Слюдянке. Но тоже каменистая. Где-то есть и песчаные. На Байкале я имею в виду вообще. Это парк железнодорожников.
прудик здесь. Судя по замкам, место такое популярное среди молодоженов, по крайней мере, точно. Хотя немного здесь замков. Ну а с этой стороны уже сами знаете что. В Слюдянке тоже можно остановиться. А птица так и сидит. Интересно просто, насколько она меня подпустит. Сейчас уже более беспокойно начала себя вести, готовый сорваться. Может и погладить даст, ну вряд ли, конечно. Все, уже готово впахнуть. Все, полетел. Какой-то альбатрос. Сидел себе спокойно птицей, я взял и спугнул ее. Ну, с медведем, наверное, лучше так не пробовать. Да и с лосем тоже. А это туристический поезд Слюдянка-Байкал. Это по Кругобайкальской железной дороге. Он курсирует, ну, практически до Листвянки, только на другой стороне Ангары. Вдоль Байкала. Не знаю, сколько билет стоит, но недешево. Можно, то есть, на него взять билет и прокатиться вдоль Байкала до станции Байкал. В Слюдянке я посетил вокзал, так город посмотрел, набережную. Сейчас я хочу заехать на рыбный рынок, купить омуля всевозможного, копченого, соленого, какой найду. Ну, чтобы с собой привезти хотя бы настоящего омуля, а не который к нам приходит. Вот сейчас рыбный рынок, где-то до него 1,5 километра. Но ветер, похоже, оттуда, и рыбой прям пахнет. Такой солено-копченый такой, ну рыбой, в общем. Ну пока поснимаю окрестности. Там за железнодорожным полотном Байкал. Пробка пока не думает двигаться. Я думаю, может быть, успею себе кофе подогреть. Ну а почему бы нет? Уже час почти пробка-то. А там дождь идет. Это рыбный рынок. Посмотрим, что у нас тут есть. Орех. Много чего, в общем. Купил омуля 10 штучек. По 300 рублей сторговался. Он так-то 400. Ну, может быть, конечно, он и стоит 300. Ну, 10 штучек. Прошелся по ряду. Но он везде столько примерно и стоит. Сейчас съем вот один. Остальные 9 привезу в подарок. Ну орешки взял. Вот эта вот упаковочка 1500. Кедровая. До свидания, Байкал. Сейчас ухожу налево. По-моему, больше я к тебе не спущусь.